Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Дакладней, нават не абмяркоўваем, а па нашай звычцы час ад часу робім псіхалагічны аналіз сітуацыі з прафесарам, псіхолагам Владимиром Янчуком. Добрый день, спадар Владимир. Добрый день. Давно не бачыліся з вами, а тэмна запасілася вельмі шмат. Ну, я думаю, што, можа быць, пачнем з санкцый. Як это не дзіўна да псіхолага звяртацца з такім пытаннем санкцый, але тут вось і псіхалагічны аспект таксама ж ёсць. Як рэагуюць на гэтыя санкцыі, можа быць, нават з трох бакоў. Чыноўнікі з аднаго боку, з другога боку там лідары пратэсту ці апозіцыі, і з трэцяга боку вось шараговы беларус. И вот як эта ситуация вот бачится вам? Ну, знаете, вообще все ведь процессы связаны с психологическим контекстом. И когда меняется контекст, и многие ведь вещи происходят. И, безусловно, тут вот таких вы обозначили три своеобразные проекции или три своеобразных линзы на проблему. Действительно, допустим, пока ведь санкции – это так, нечто эфемерное. И как многое в нашей жизни, допустим, вот, мне почему любопытна эта ситуация, потому что постепенно мы отрезвляемся, постепенно мы переходим от нереалистического оптимизма к реалистическому оптимизму и освобождаемся от эйфории, в том числе, но я подчеркиваю, вообще-то санкции начнут сказываться месяца 2 через 3. И самое интересное, что с моей точки зрения санкции будут способствовать консолидации общества. И вот эта дифференциация сейчас на правых и левых, опять-таки, она постепенно начнет размываться по простой причине. Почему? Потому что санкции могут привести к чему? Что издержки начнут чувствовать и те, и другие. Ну, собственно говоря, издержки чувствуют и те, и другие уже и сегодня. Почему? Потому что вот вы, судя по загару, вернулись с отдыха опять-таки, но одновременно заплатили на 40 евро дороже. Так, а это, между прочим, санкции, так, и, ну, можно по-разному относиться, но 40 евро тоже с неба не падает, так, и когда вы начнете ощущать нечто на ценах в магазине, и когда вы начнете ощущать это на этих бытовых трудностях, это начнет ставить у вас вопросы. Но вопросы довольно сложные, связанные, кто виноват? Спадар Владимир, я вас пераб'ю, тому что вельмі зачапілі ваши словы. Іх адчуюць і тыя, і другія. Калі вот мы вчора размаўлялі з палітолагам Вольгай Харламавай, і яна прыгадывала М'янму, якая знаходіцца в эканамічнай блакадзе. І яна сцвярджае, што, вот, скажем, лідары хунты М'янмы не асабліва-то і адчулі, яны не схуднелі ад таго, што ёсць санкцыі. А вот простые люди, да. Ну, знаете, допустим, ведь лидер вольно или невольно полагается на свою базу. И лидер-то не просто ж говорит, вот я принял решение и так далее, а у него интуитивно некое чувство, что есть группа поддержки. Так, и в данном случае мы-то ведем речь не о лидерах, которые, безусловно, не почувствуют. Почему? Потому что все ресурсы в своих руках, и опять-таки в своем локальном пространстве можно создать вот это своеобразный оазис, и периодически из этого оазиса выбегать в другие оазисы, испытывать некие эмоции, связанные с группами поддержки, правда, отобранными группами, которые кивают головой и, опять-таки, испытывают некое чувство восторга от чего? Ну, вот, так сказать, главное лицо свалилось. И еще больше укрепляться. А вот рядовой гражданин, который создает вот то самое, так сказать, представительство в народе, он начнет на себе чувствовать. А когда он начнет на себе чувствовать, первоначально он задает вопросы в себе, так, а вот что-то такое дискомфортное, дальше он начнет искать виноватых. И одно дело, когда вас не касается этот вопрос, когда вы чувствуете, ну, в магазинах то же самое, опять-таки, вроде бы ограничений никаких
никаких нет. А другое дело, когда вы вдруг начали испытывать моменты, связанные с чем? Уже с путевкой сложно, с выездом сложно. Допустим, вот тот этап, когда можно было на ковид кивать, он уже вроде закончился. И, в принципе, к ковиду человек привык. И уже вроде бы не скинешь. И тогда возникают вопросы, связанные с чем? С нахождением ответственности. Ну, и я и посты выкидывал, самое интересное, немножечко раньше, до передачи, и получил очень живой отклик. Говоря о чем? Вот обида, так, ну и вдруг тут профсоюзы повылазили, дальше женские союзы повылазили. Более того, впервые консолидировано депутатский корпус и представительство народовластия, опять-таки, всех уровней обратилось с челобитной куда? Вот в тот самый зарубеж с таким интересным воззванием: нельзя нас обижать. Так и это на самом деле затронет кого? Вот этого рядового гражданина. Так и вот эти обращения являются косвенным подтверждением моих слов. Да, рядового гражданина затронет, и рядовой гражданин начнет опять-таки испытывать вот это состояние дискомфорта. И состояние дискомфорта приведет к чему? К изменению взглядов. Ну и дальше, продолжая эту мысль, я обратил внимание на такую особенность. А на кого обижаться? Обижаться на людей. На Захад, які увёў гэтыя совершенно справедливо. На Запад, который вот такой нехороший, который опять-таки выдвигает санкции против этого рядового гражданина, против интересов. Правда, здесь вот такая заковыка очень любопытная. Вообще-то, а почему вводятся санкции? И чем недовольны эти заевшиеся, зажравшиеся буржуи? Они, оказывается, недовольны чем? Тем, что права нарушаются. Тут только вот я выбачаюся, что вас перабіваю, але вельмі важное. А далей гэтыя развагі у шараговага беларуса пойдуць вось ад пошука, хто вінаваты? Захад, які ўвёў санкцыі. А далей пытанне задастся, а чаму ён ввёў санкции? Те это уже не цікавіць. Ничего подобного. А дальше, допустим, значит, вот это, когда я подчеркиваю, когда интерес такой шкурный не затрагивается, вроде можно абстрактно говорить: ах, этот Запад, можно обыграть вот эту карту, враги, которые предъявляют территориальные претензии и так далее. Можно к войне готовиться, можно территориальную оборону готовить и так далее, и так далее. Но это до момента вот этого, бытового. Так? А как только бытовой момент, тогда уже начнут вопросы другие возникать. Ну и дальше человек начнет выяснять, так сказать, а почему тревоги? Так, а почему вот эти, так сказать, проблемы возникают? А дальше объяснение. Вдруг у него появится неожиданное объяснение. А кто кому в друзья набивается? И, собственно говоря, а что такое санкции? Вот эти люди за бугром вообще-то считают, что вот здесь, по эту сторону, на этом благословенном оазисе, как нам вещают официальные СМИ, происходит нечто не так с людьми, что с ними не очень хорошо обращаются, что нарушаются их права и так далее, и так далее. И эти люди говорят: мы не хотим с вами дружить. И если мы не хотим с вами дружить, а почему мы с вами торговать должны? Ну и дальше, опять-таки, вот эти вещания руководства разных уровней. Да не нужен нам этот Запад, да мы переориентируемся, да мы сейчас, так сказать, на Китай пойдем высокотехнологичный, мы, опять-таки, к России пойдем высокотехнологично и так далее. А я говорю: ну и слава богу, ну и идите сюда. Но опять-таки, а вот интересно, а МАЗ, допустим, а какие моторы ездят? На каких моторах, допустим, ездят вот эти красивые автобусы? А вообще-то на моторах ездят мерседесовских. И вот эти мерседесовские моторы обеспечивают что? Конкурентоспособность этого автобуса. Автобус без мотора – это уже другая цена. И многие другие вещи. Но я подчеркиваю, уважаемые слушатели, если эти люди не хотят, они не будут дружить. И они не будут протягивать руку и иметь для этого совершенно справедливое основание. Так? Раз вы не хотите жить по общим правилам, живите по правилам своим. И обижаетесь на кого? Обижаетесь на себя. А когда вы обижаетесь на себя, здесь возникает другая проблема. Так? Почему, так сказать, у нас не получается? Так и уже, так сказать, вроде бы с врагами-то на врагов обижаться нечего, надо искать виноватых вот здесь, в этом пространстве. А вот здесь начнутся другие процессы. Опять-таки, а кто виноват? Вот вы виноваты, Дмитрий, в том, что происходит? Вот хорошее слово вы сказали. Начнутся процессы. Памятаете, там, дело докторов, дело там генералов, ну, в Советском Союзе, ну, это что такое? В Красной России.
Вот и сейчас начнутся процессы, начнут шукать виноватых. Знаете, уже приелось. Вот эти, так сказать, посадки, они уже свою функцию выполнили. Ну, во-первых, всех не пересадишь, так? И вообще-то надо с кем-то работать, и вообще с кем-то надо какие-то вопросы решать. И вообще кто-то что-то делать должен, так? И можно, конечно, на лозунги ходить, можно на демонстрации ходить, можно еще что-то делать, а нужны вообще-то специалисты. Так? Ну, а если нет специалистов, тогда многие вопросы не решаются. И высокотехнологичные в том числе. А это банковская система, а это многие другие вопросы, на которые мы привязаны. И когда мне говорят, что вот так легко я взял, переметнулся, нет, дорогие, так просто не происходит. И для того, чтобы ту же логистику изменить, вообще нужны годы. И более того, если вы представляете, что вас ждут с распростертыми объятиями на том же Востоке, вы глубоко заблуждаетесь по простой причине. Это пространство вообще-то уже занято. Занято конкурентами, и в том числе даже вот этой поддерживающей стороной, китайской стороной, которая формально нас поддерживает, но вообще-то в свои ниши не пускает никого. Почему? Потому что самим мало, и мы хотим другие ниши. И поэтому сразу возникнут другие проблемы. И эти проблемы отразятся на ком? На вот этом рядовом гражданине. И он начнет размышлять. Вот бачыце, ўсё ж таки мне цікава ваше меркаванне наконт таго, што наколькі гэты шараговы беларус, нават разумеючы, вот хто вінаваты, што стала вот прычынай, ён гатовы трываць нейкія матэрыяльныя праблемы, нязгоды дзеля таго, каб нешта змянілася. А знаете, не готов. Я вам могу с полной, абсолютной уверенностью сказать, не готов. Это готовы вот те лица на вот тех таких тусовках говорить, да мы за вас, так сказать, положим, жизнь отдадим, там еще что-то. Это вот эти красавицы, так сказать, могут говорить, что мы будем биться до конца и так далее, и так далее. А рядовой гражданин не готов. Так вот, по простой причине, опять-таки, он привык к чему-то, это стало стилем жизни, а когда этот стиль жизни вообще-то нарушается, тогда у него вопросы появляются, так? И тогда у него возникает вот это незримое недовольство, и смею вас заверить, у меня-то аудитория колоссальная, и я начинаю вдруг сталкиваться с чем? С прозрениями. Оказывается, что это не так. Оказывается, опять-таки, прежде чем делать, думать надо. Мы тут захотели свободы было. Да. Но вот зараз зразумели, что вот, может быть, оно и хорошо, свобода, но вот холодильник, оно как-то вот ближе к телу. Совершенно справедливо, да, потому что это холодильник, это еще что-то, это многие мифологемы. Многие мифологемы, от которых люди начинают, будем говорить, так избавляться. Ну и дальше у них возникают вопросы к кому? К ответственности. А кто отвечает? А отвечает лицо, принимающее решение. Опять-таки, а тогда вдруг возникает, что решение, оказывается, не самое обоснованное. И, оказывается, за решениями не очень обоснованными последствия. И последствия они вот могут быть даже не сейчас, а вот могут быть опосредованно, через некоторое время. Но это время придет, оно уже есть. И вдруг нарушаются, ну, будем говорить, вот эти привычные схемы. Ну, даже спортсмены не едут. Дальше некие люди, зарабатывающие деньги в сфере искусства, не едут. Еще что-то не едет, еще что-то не едет. И это все, опять-таки, не остается без последствий. Но это начинает разъедать консолидированную схему, привычную для вот этой нашей субкультуры, ну или вот нашей культурной традиции, что авось пронесет. Оказывается, не проносит. А когда не проносит, тогда возникает вот тот самый знаменитый когнитивный диссонанс. А когнитивный диссонанс требует чего? Успокоения. И, смею вас заверить, врагами вот это успокоение не снимается. Никак. И вы можете находить все новых врагов, более того, допустим, вы его сажать можете, да, но дальше посадки, враги и прочее не отражаются на чем? На материальном благосостоянии, оно становится хуже. Будет хуже, неизбежно. Так она же усе гэтыя гады рыхтавалі по прынцыпу, памятаеце, як у «Собачьем сердце» спявалі песню «Суровые годы проходят», ну а новые будут все так же трудны. И вот нас до этого рыхтуют, что трудно, змаганне. Вы знаете, Дмитрий, затрагиваете такую любопытную тему, она такая глобальная, допустим, она связана с качеством жизни, вот, допустим, вот в этой советской истории мы все время боролись. И у нас все время борьба. Вот в то время как мир вообще-то развивался,
А мы все время боролись и готовились к защите вот этого, в том числе, мифологического врага. И вот эта наша борьба и наша подготовка к вот этим внутренним сражениям привела к чему? Во многих сферах мы проиграли окончательно. В технологической, с точки зрения качества, с точки зрения, опять-таки, подготовки специалистов, с точки зрения вот этой будущей перспективы, вот эти борцы, они проиграли уже безнадежно. И, допустим, вот этих готовых положить жизнь неизвестно во имя чего, ну, раньше хоть было известно светлое будущее, так? Ну и дальше, гипотетическое построение вот этого, допустим, коммунистического общества. Но можно мифологемами управлять раз, два, а уже в этой истории мы столкнулись, что обещанное не реализуется, и, допустим, сыты обещанками. Так, а когда нет обещанок, тогда уже начинает обращаться внимание на что? На реальные события, на реальные достижения, на реальные факты. И это вызывает, безусловно, недовольство. Я вот тогда остановился на этом вопросе. Уже пошел робот. Так вот в этой части колеблющихся, вот этой части, ну, абсолютных приверженцев, почему? Потому что уже начались вот эти самые вопросы. Диссонирующее сознание. Ну вот будем спадзявацца, што ўсё ж таки зменіцца. Вот у нас пытаются, як вы лічыце у выпадку доўгачасовага захавання такого подвешанай сітуацыі, ці адбудзецца відавочнае ярко выражанае падзяленне грамадства на два нераўназначных лагеря? Знаете, на самом деле и сейчас ведь два таких приблизительно равных лагеря отсутствуют. Есть люди достаточно, так сказать, либеральные, условно говоря, допустим, ориентированы на вот эти западные демократические ценности. Есть вот эта консервативная, жесткая схема провластная. А подавляющее большинство – это люди какие? Это люди такие, скорее к либералам, нежели к этим. Ну и, в принципе, здесь можно говорить, и к образованию многие вещи привязываются, к общекультурному, но подавляющее большинство людей, в принципе, ориентировано на что? На демократические ценности. Подавляющее большинство людей ориентировано на достаточно хорошее качество жизни. И раньше у нас хорошо работала вот эта мифологема. Какая? Что качество жизни вот во всем бывшем постсоветском пространстве у нас очень высокое. Ну и мы кивали на что? Украина, вот вам пример Украины, вот вам пример Молдовы. Хотите, как в Молдове, хотите, как в Украине, хотите, как вот где. Ну и вот это, такой вот этот нейтральный гражданин говорил, конечно, не хочу. Так и, конечно, меня устраивает что? Вот это статус-кво, вот это состояние, когда, в принципе, в магазинах есть нечто, опять-таки, когда достаток достаточно хороший, когда машин много, когда этого много, и это, в принципе, соответствует какому-то качеству жизни. Какое качество жизни? Это другой вопрос. Почему? Потому что качество жизни в этой процветающей стране значительно ниже, чем качество жизни, допустим, даже не надо ходить далеко, в Эстонии. Качество жизни уже очень далеко от чего? От Латвии. Если кто-то там оппонирует мне, вот в Латвии там притеснение и так далее, я как ученый оперирую всегда цифрами. А какая пенсия там? Так, и сразу закрывается рот. А какая средняя зарплата? И сразу закрывается рот. А какие, допустим, возможности у этого гражданина? Опять-таки, и сразу закрывается рот. Поэтому по многим вещам ответы очень простые. Оперируйте цифрами. Не оперируйте вот этим гипотетическим завтра. Не оперируйте вот этой историей, не оперируйте вообще вот этой категории, как плохо там. А задавайте вопросы, почему здесь не так хорошо. Почему, опять-таки, в этом пространстве оно будет не тягучее оно. И я вспоминаю свой, так сказать, даже я не буду трогать Беларусь, это, ну, уже давешний относительно визит в Санкт-Петербург, и я еду с таксистом в аэропорт, таджик, и он говорит, знаете, я вообще в Петербурге поскольку, почему? Потому что жена у меня в Петербурге, и я вроде как прирос, а вообще таджики уже не хотят жить в России. Они пробили дорожку в Германию, а я говорю, ну как же, ну вроде же Россия, вроде богатая страна. Нет, говорят, с точки зрения качества жизни мы уже не устраиваемся в России, а мы уже едем куда? Вот в ту страну, где качество жизни повыше. Поэтому хотим мы или не хотим, опять-таки, качество жизни является показателем притягательности. А вот это наше вроде бы такое мифологическое высокое качество жизни даже отражается на таком индикаторе. Таджики не едут.
узбеки не едут, еще кто-то не едет, а это уже индикатор. Иракцы с иранцами едут. На отдых. Ненадолго. Не, на отдых. На отдых. Гульнуть. Гульнуть, освободиться. На заканчэнне гэтай тэмы такі можа быць псіхалагічны момант патлумачыце. Калі браць са жніўня 2020 года і потом колькі часу вось усе гэтая частка грамадства як так званыя дэпутаты палаты прадстаўнікоў, там сярэдняга звена чыноўнікі маўчалі як вады ў рот набралі. Зараз вот выступаюць дзе толькі хочаш. Ну, в асноўным пра санкцыі, канешне ж, размовы там пра тое, што нас не нагнёш, што дзякуючы санкцыям эканоміка Беларусі сейчас рванёт наперад і так далее, санкцыі не працуюць і гэтак далей. Але сам факт таго, што яны раптам ажывіліся, гэта прыкмета таго, што яны адчулі, што яны перамаглі, ці яны спалохаліся, што калі яны зараз не скажуць, не проявятся, то к ним будут пытаннички. Дмитрий, ни то, ни другое. Сверху пришла команда вступить в активную фазу, так сказать, выступления. Продемонстрируйте, что мы не зря вам деньги платим. Коль разрешение получено, опять-таки, более того, я как-то даже уверен, что и расписано соответствующими структурами то, что говорить надо, и то, о чем надо, на что обращать внимание. Более того, я даже вот, ну, давно это уже было, вот это прилюдное выступление перед всеми депутатами, и я так онемел даже вот таких вот вообще зафиксированных будем так, фраз, что вот я в свое время предлагал пересчитать результаты выборов, а отказались. Что я предлагал провести повторные выборы, а отказались. А я предоставлял еще что-то, а вот эти отказались. Кто отказался, не ясно, но это опять-таки, так сказать, вот в этой ситуации я понимаю, что с памятью что-то не так, что память, она начала как-то так-то изменяться, и вот эта ситуация в сознании, она тоже начала меняться. Ну и в том числе здесь. Ну здесь в случае депутатского корпуса все очень просто. Сказано, демонстрируем. Давайте до момента таксама цікавага просто ваше стаўленне да гэтага, ну, можа быць цынічна сказано, але шоу с удзелам Романа Пратасевича. Навошта гэта робіцца і ці дасягае мэты? Ну, шоу. Тут, конечно, так сказать, я для себя все время так задаю вопросы по поводу чего. Что, оказывается, вот, допустим, вот эта реальность, в которой существует и пропагандистская машина, и которая управляется соответственно, понятно, идеологическими структурами, она совершенно оторвана от чего? От реальности. Вот здесь мы живем в параллельных мирах. И более того, насколько я понимаю, люди, занимающиеся этим вопросом, абсолютно не способны просчитывать на 2-3 шага вперед. И более того, они используют вот такие классические схемы, ну вот сорвать. Ну, это я тоже понимаю, я не хочу даже углубляться в эту тему с посадкой, а на самом деле, допустим, не просчитываются какие-то вещи, а, допустим, структуры, обеспечивающие какие-то процессы, с одной стороны, дают подарок, вот вам с неба звездочку достали, так, а другие структуры, уже где-то соседние структуры, заботятся о чем? Подставить вам ножку хорошую. Почему? Потому что, если вы помните, вот этот эпизод был достаточно любопытным перед саммитом европейским. Угу. Да, а что должно было обсуждаться на саммите европейском? Отнюдь не белорусский вопрос, а вообще-то вопрос должен был обсуждаться другой. И тут вот на тебя раз, так сказать, и все, вот этот другой вопрос затмился, а, допустим, на повестку дня вышел вот этот радикальный вопрос. Ну, а дальше? Ну, а теперь, значит, сразу возникает проблема, а что с этим подарком делать? Ну, так сказать, уже есть. Дальше, а коль подарок есть, как его поэксплуатировать? Ну и, по идее, опять-таки, поэксплуатировать по полной программе, ну, привлеча на свою сторону.
Ну и даже вот эволюция, 2 выступления, ну даже там 3, по-моему, 2 выступления таких. Первое выступление, где в интервью предстал такой забитый человек, опять-таки напуганный и прочее, прочее. А на втором выступлении, так сказать, такой человек уже раскрепостившийся, более того, ну, так сказать, внесший, опять-таки, диссонанс в сознание аудитории, и человек, который абсолютно, так сказать, я связывался с аудиторией, и все время возникал вопрос, да искренне или нет, а он правдоподобно, я смотрел это интервью, говорил о чем? О том, что переделался, многие вещи переосмыслил, многие вещи переоценил, и более того, за страну готов вот за эту, так сказать, бороться и так далее, и так далее. И тут сразу вот такое, так сказать. Причем для меня важен вот такой момент, что, ну, допустим, вот человек сориентировался. Первая реакция какая? В связи с имеющимся в сознании вот таким очень большим испугом. Почему? Ну, приблизительно есть представление, что делается в стенах этого мрачного ГБ. И страх, что тут будет черти знает что, а потом понимание того, что вообще выход есть. Так, и вообще иди на сотрудничество. И если идешь на сотрудничество, то, в принципе, так сказать, другая перспектива, ну, как у Воскресенского, так, и можно поднапериться, можно, опять-таки, еще чего-то набраться, и можно поиграть в эту игру. Так, и я смотрю, так сказать, плечики расправились, опять-таки, уверенность некая появилась, но и психологически это для меня ясно, допустим, вот многие построения, в том числе вот в «Новой газете» было интервью с известным профайлером Филиппом, ну, кстати, я его знаю достаточно хорошо, и у нас дискуссии с ним были. До речі, ви згодні наконт стокгольмского синдрома? Не, ну, понимаете, это мифологемы, такие мифологемы, это же красивые вещи, так сказать, стокгольмский синдром, так сказать. Я соглашаюсь с логикой Филиппова, ну, сразу, так сказать, мышление у меня критическое, говорю, по интервью вообще выстраивать профайлы нельзя. Для того, чтобы выстраивать профайл, необходимо значительно больше ресурсных материалов. Так и вообще надо оперировать значительно более, так сказать, серьезной базой данных. А здесь можно выстраивать предположения о том-то и о том-то. И, допустим, в случае Протасевича у меня такого впечатления не сложилось по простой причине. Человек идентифицировался с ситуацией, будучи прагматиком. Ну, а что говорить, журналистская братья, она же специфическая, она же прагматичная. Две же древнейших профессии. Вот дякую вам на добром слове. Две же древнейших профессии. Так? Отгадайте, какие? Политики. А еще раньше. Проститутки. Совершенно справедливо. А потом журналисты. Ну, не все, понятно, так сказать. Но, допустим, поэтому, будучи таким прагматиком, он быстро смекитил и, в принципе, начал работать на себя. Обижаться на него? Нет, ну, не Данка. Я и в своем посте писал, так сказать. Не Данка, не готов человек вырвать сердце. Но одновременно вы увидели, что не Данка. Плохой человек. Нельзя сказать плохой человек. Человек, вошедший в новую роль, идентифицировавшись с ролью и играющий в эту роль. Другое дело, что, допустим, люди, которые надеялись, что перед ними Данка, они разуверились, они поняли, что прагматик, который, в принципе, является хорошим журналистом. И, в принципе, является хорошим организатором. Почему? Потому что это же несомненная заслуга, это, допустим, вот организованный чат, организованные там какие-то им программы, участие активное, допустим, в том числе в процессах. Это демонстрация чего? Хороших организаторских способностей. Но цинично ловлю себя на мысли, что, в принципе, допустим, этот человек может организовать и какую-то альтернативу с противоположным знаком. И не исключено, что на следующем шаге мы можем столкнуться с каким-нибудь таким вот телеграм-каналом такого правительственного толка, где из соседнего здания будет, в том числе, допустим, незримо руководить Протасевич. Я не исключаю такой мысли. Другое дело, что, допустим, с моей точки зрения, это безнадежное занятие. Что, допустим, в первом случае он участвовал в процессе людей созревших и верящих. И руководимых вот этими ценностями, общечеловеческими ценностями. А здесь никакие организаторские способности не помогут. Эта аудитория, опять-таки, по отношению к категории ценностей такая весьма условная. Она скорее, так сказать, вот скажут
организуют, она же не самоинициативная, она же, вся инициатива, она какая? Кнопочная. Это вот как в примере с депутатами. Сказали, сделали, не сказали, все. Ініцыятывы снизу нет. Спадар Владимир, ну пра тое, чаму і як вот зараз так себе паводзіць раман, ужо не шмат сказана, і мы выдатна разумеем, у якой ён сітуацыі, а мяне больш цікавіць логіка іншага боку. Вот, якія цягаюць яго на гэтыя прэс... Ладно, інтэрв'ю, вот каб паказаць, вот што вот, все, што яны хацелі паказаць. Потым на брыфінг гэты. Чаго пацягнуць? Зараз ужо пайшлі такія сумныя жарты, што яго трэба ўжо па працоўных калектывах вазіць, і можа быць гэтыя вот так назовём это улады пойдуць і на такі крок. Чакаць можна ўсяго. А навошта вот это? Нет, ну с точки зрения, допустим, вот, организаторов этого процесса очень важно. Ну, допустим, сам же брифинг очень любопытный. Ведь корреспондентов заманили по другому поводу. Так, а потом очень хорошо поимели этот повод. И я не случайно в посте-то своем писал о чем? О появлении хороших режиссеров. Ну, хороших в кавычки. Циничных, опять-таки, поиспользовать, удивить, опять-таки, поиграть в какую-то игру, так сказать. И я понимаю, что, допустим, вот некоторые люди, организующие этот процесс, искренне верят, что за счет манипуляций можно решить какую-то серьезную проблему. Уважаемые коллеги, ну, даже не надо далеко ходить, учебник мой прочитайте, раздел «Манипуляции». Манипуляция работает до одного момента, пока адресат не осознает цели манипуляции. Как только манипуляция осознается, точнее, цель манипуляции осознается адресатом, что бы вы ни делали, эффекта никакого. Поэтому авторитет, допустим, все влияние ведь производное от чего? От авторитета, источника информации. Авторитета никакого. Опять-таки, эксплуатировать этот ресурс смысла нет. Ну, зачем ходить даже вот с таким локальным примером Воскресенский? Так? Ну, первоначально интересно. Так первоначально в фокусе внимания, а потом все уже неинтересно, нету результата и так далее. И то же самое будет и в этом случае. То есть, в принципе, допустим, уже, так сказать, ресурс обыграл. Но я подчеркиваю, основная цель какая? Удивить и сыграть в манипуляцию. Что вот какие мы, вот у нас ценности. Ну и что греха таить, у нас ведь вот эта официальная массовая коммуникация, она построена на одного слушателя. Так и все, что не делается, это опять-таки укрепить вот этого слушателя или вот этого зрителя во мнении, что, допустим, вот эта виртуальная конструкция, она работает и она соответствует действительности. Не один раз ужо чую гэтыя словы про тое, што ў БТ один глядач, што робяцца праграмы для аднаго гледача, слухача, і ўсе гэтыя шоу для яго. Вот, некая дзіўная канструкцыя пабудовы ўвогуле ну, не грамадства нават, а нейкай такой вертыкалі улады атрымліваецца. Не, ну это интересно, но это же пример, ну, что тут объяснять, это же система авторитарная. Так, тоталитарно-авторитарно. А для всех авторитарных систем характерно, что решения принимаются одним лицом. А вот эта масса, она же очень простая, их мнение никого не интересует. Да самое интересное, что и мнения-то у них нет. Вот лицо сказало, значит, это есть. Лицо показало, значит, это есть. А попытка рассуждения, попытка рефлексии, она начисто отсутствует. Здесь же вот такая простая схема. Люди размышляющие, люди думающие, ведь на такие мульки не покупаются. Допустим, этим людям, что бы вы ни показывали, Протасевича покажите, еще чего-то, они же не размышляют. Они в лучшем случае говорят о чем? Ну да, вот есть вот и Протасевич с нами. Но я подчеркиваю, ряды этой аудитории очень резко начали уменьшаться. И дальше этот процесс пойдет все больше, больше, больше. И когда рядовой, да, я вспоминаю свой диалог с бывшим полковником в отставке, который был поражен присвоением генеральского звания сыночку. Ну, присвоил, ну а почему? Присвоил. Да как это так?
присвоить генеральское звание, вот минуя все эти самые, так сказать, вот, продвижения карьерные и так далее, этот человек, до Толя очень ярый такой сторонник, вдруг сразу же, так сказать, ну, как-то отрезвел, и как-то руки у него опустились, и он разуверился в чем-то. Я подчеркиваю, что вот эти процессы пошли, когда начинают происходить отрезвления. Отрезвление в этом, и я думаю, что отрезвление будет все больше и больше. Ну что ж, будем спадзявацца, што і хутчэй, не толькі болей, а хутчэй гэта будзе адбывацца. Што дзякуй вялікі. Владимир Янчук, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Спасибо.